1 сентября – один из самых волнительных дней в жизни каждого школьника. А какой же день знаний без букета цветов для любимого учителя? Каждый такой букет в среднем обходится от 500 до 1000 рублей. В 2017 году по всей России в школу пошло примерно 14 миллионов детей. По данным статистики, в российских школах работает 1 миллион 200 тысяч учителей. Следовательно, на покупку букетов потрачено как минимум 3,5 миллиона рублей. Большая сумма, не правда ли? В этом году благотворительный фонд Харысхал впервые провел акцию «Добро в руках». Идея акции проста – ограничиться одним подарочным букетом от класса для учителя в День знаний, а вместо покупки множества букетов пожертвовать средства на приобретение оборудования для развивающей игровой комнаты и реабилитационного спортивного оборудования для подопечных фонда Харысхал. Мы ученики 2 класса городской классической гимназии поддерживаем акцию «Добро в руках». Чтобы они могли развиваться и тоже могли бегать, прыгать, что делали, как мы. Идея акции нам очень понравилась, и мы рады поддержать всех ребят. Мы ученики 3 класса А. Мы решили поддержать эту акцию, чтобы детишки были здоровыми. Желаю всем ребятам здоровья. Акцию поддержали более 10 школ и 16 классов города Якутска. На праздничных линейках участники акции заметно выделялись. В руках они держали недорогостоящие букеты, а белоснежные воздушные шары с логотипом фонда Харысхал. Всего удалось собрать сумму в размере 147 600 рублей. Об акции узнала на просторах интернета, в Инстаграме. Когда увидела, сразу решила, что эта акция то, что нам нужно, еще больше сплотит наших детей. Во-первых, мы их учим добру, милосердию, помогать другим. Это не первая наша акция благотворительная уже. И я предложила родителям, и родители нас с радостью поддержали. Но мы подумали, что чем деньги тратить на букеты, которые завянут на следующий день, мы решили лучше пустить деньги на доброе дело. Настал такой возраст у наших детей, когда надо приучать их к доброте, к милосердию. Мы решили научить наших детей, что можно дарить не цветы, можно вкладывать какие-то возможности в благотворительность, чтобы эти средства потом пошли на оборудование, чтобы мы могли помогать другим деткам, такие же, как они. А цветы – это просто радость, дань уважения. Мы решили 1 букетик подарить, а все остальное мы потратили на оборудование для малышей. Наши дети очень рады. Они получили все шарики и стоят довольные вместо букетов. Я думаю, что эта акция очень важная для наших детей, во-первых. А во-вторых, когда цветы мы приобретаем, большие букеты, во-первых, это очень огромные деньги. А расход этих денег получается какой? То есть эти цветы в конечном итоге вянут. Конечно, приятно учителям, безусловно. Но, тем не менее, лучше эти деньги направить в благое нужды. Будем очень рады, что средства, которые мы собрали, будут направлены на приобретение игрушек, мебели, то, что хотел приобрести фонд. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Будем очень рады встретиться снова. Организаторы планируют сделать данную акцию ежегодной, ведь такие положительные результаты показывают важность и неравнодушие наших горожан. Такая хорошая затея, думаю, и акция, и хотела участвовать своим классом всем. Я отправила по WhatsApp, и они сразу приняли решение, и они сразу поддержали мое это. Букет он недолговечен, а акция – это хороший результат. Будут помнить ребята, что мы о них проявили такую заботу. Я считаю, что цветы, вот он какой замечательный букет, это не самое главное. Самое главное, самое ценное – это здоровье и улыбки наших детей. Детей, которым вы помогаете, благотворительный фонд Харысхал. И, естественно, с детьми, своими учениками мы об этом много говорили еще в прошлом году. И очень рады принять участие в этой акции, сделать добро. Благотворительный фонд Харысхал выражает огромную благодарность всем участникам акции, самым добрым классам Якутска. Спасибо, что поддержали наших ребят. Ваша помощь не завянет.